Дорогие друзья, прямо сейчас происходит беспрецедентное событие. Всемирный форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении». Я призываю всех к его просмотру, если вы еще не смотрите. Информация, представленная на форуме, является жизненно важной для человечества, поэтому каждый человек просто обязан его посмотреть. Заходите и присоединяйтесь. Я все еще смотрю международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который переводится на 150 языков. Вы знаете, я до сих пор прихожу в себя после информации о созидательном обществе, после информации о том, как можно выйти из этого глобального кризиса. Потому что до этого, примерно час назад, я смотрела такую шокирующую информацию о том, что произойдет с каждым из нас, с вами, со мной, со всеми нашими семьями, друзьями, если мы будем продолжать молчать, если мы не выберем жизнь в новом, созидательном формате общества, если мы продолжим жить в потребительском формате общества, то что произойдет через год, через несколько лет? Наша планета Земля просто разрушится. Мы придем к коллапсу, потому что мы, люди, разрушили экологическую систему. И это все из-за абсурда потребительского формата общества. Поэтому я искренне рекомендую вам посмотреть, особенно часть с дневником последнего человека на Земле, где описывается, как и что будет происходить, если мы не выберем жизнь в новом формате общества. Это действительно шокирующая информация. Но если вы хотите жить, если вы хотите выжить, будет просто безумием, если вы снова проигнорируете это. Поэтому я сейчас делюсь с вами своими эмоциями, своими чувствами. Здравствуйте, друзья! Я смотрю удивительный форум, который проходит сегодня в интернете уже целый день, и он до сих пор в прямом эфире. Он называется «Глобальный кризис. Наше спасение в единении». Он фокусирует наше внимание на некоторых фактах, которые мы, к сожалению, не услышим в наших основных СМИ или от наших политиков. Но реальные факты и правда о том, что на самом деле происходит на нашей планете, представлены именно на этом форуме. И я настоятельно рекомендую каждому из вас посмотреть его. Дело это долгое, но оно того стоит. Он полон фактов, подкрепленных исследованиями, которые проводились в течение многих лет учеными, у которых хватило смелости рассказать о том, что происходит на самом деле. И это стоило жизни некоторым из них. Будет очень жаль, если эта информация не дойдет до вас, потому что вы, я и все остальные должны знать правду. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Мы это знаем, не так ли? Так что это может быть неприятно, это может быть страшно. Но у нас есть время, чтобы что-то сделать. И способ, которым мы можем достичь этого — объединить усилия, собраться вместе. Если вы не уверены, что нужно делать, или как принять участие, или вам нужна помощь, то уже многие люди сделали это. Они просто зашли на сайт creativesociety.com, присоединились и получили необходимые им советы. Те, кто захотел что-то сделать, приняли участие, и в результате вы видите этот блестящий форум, который транслируется на тысячах платформ. Все это для того, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Все, о чем мы просим, это рассказать своим друзьям, рассказать своей семье, рассказать всем, кого вы знаете, кто, возможно, не знает или не слышал об этом. Наша сила в единстве. И мы должны показать это. Мы должны объединиться. Мы должны помочь друг другу.
Мы должны передавать эту информацию, потому что официальные СМИ не сделают этого за нас. Они будут продолжать говорить нам все то же самое. И как мы видим, это стоит нам все больших денег каждый год в виде налогов. Но никаких видимых улучшений в состоянии окружающей среды не наблюдается. Планета загрязняется еще больше. И я спрашиваю себя, кто несет за это ответственность и кто должен это решать. Мы все несем ответственность, и мы все должны разобраться с этим. Я думаю, что если мы объединим наши усилия, то сможем добиться больших перемен, и от этого зависит наше выживание. Посмотрите форум, и вы увидите, что в реальности происходит с нашей планетой. Почему она переживает такие тяжелые времена? Почему происходит так много стихийных бедствий, невиданных по масштабам и частоте? И становится очевидным, что они происходят по всей планете, а не только на Гаити, или в Пакистане, или в Германии. Это происходит везде. Это и в России, по всей планете. И они учащаются. Те же Штаты. Сколько ураганов они пережили. И характер движения ураганов изменился. Все изменилось. И становится только хуже. Я настоятельно рекомендую, пожалуйста, уделите немного времени, ознакомьтесь с фактами. Всем привет, мои дорогие друзья! Вот сейчас смотрю конференцию, которая называется «Глобальный кризис. Наше спасение. Единение». В этой конференции рассказывается два пути развития человечества. Первый путь — потребительский формат, второй путь — созидательное общество. Всем рекомендую посмотреть. Если мы выберем потребительский формат, то нас ждет такое будущее, что даже в кошмарном сне не приснится. Если мы выберем созидательное общество, то это будет рай на земле, о котором мечтали пророки. И я думаю, что каждый человек на земле хочет жить в раю. Так что, друзья, присоединяйтесь к созидательному обществу и будем строить рай на земле. И вам обязательно рекомендую посмотреть эту конференцию, потому что в ней столько информации и так доступно все объясняется, что, мне кажется, ни у кого не будет сомнений, что созидательное общество нам нужно как воздух. Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться небольшим впечатлением о том, чем для меня стал международный форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», и выразить признательность всем людям, которые выступили на мероприятии за их смелость и мужество озвучить и проинформировать нас обо всех ситуациях, которые мы сейчас переживаем как общество. Это информация, которую мы не найдем в официальных СМИ. Я приглашаю всех, кто еще не смотрел, посмотреть хотя бы небольшую часть, чтобы получить информацию из первых рук. И еще раз спасибо всем волонтерам, всем людям, которые выразили правду таким понятным и честным образом. Сейчас проходит величайший форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» с трансляцией более чем 180 стран мира и перевод на 150 языков. Это очень круто, это глобально масштабно, и это еще раз показывает и доказывает, что мы способны объединиться. Мы способны, все люди, как человечество, объединиться для того, чтобы спасти наше человечество. Все видят, все понимают, что проблем очень много. Войны, голод, кризисы, конфликты, рабство и так далее. И это все просто вот эти
все проблемы — это чей-то заработок, чья-то нажива. И те, кто на этом наживается, они не собираются это останавливать. Непомерная жадность не даст им это сделать. Они не остановятся. Остановить надо нам. Потому что нашими руками, в принципе, все и творится. Мы можем построить созидательный формат общества, где единицы не будут управлять обществом, где они не будут нам навязывать эти все проблемы. И мы сможем выйти на новый уровень. На такой уровень, о котором мечтали наши пророки. Мечтали, чтобы мы жили в таком обществе. И говорили нам, чтобы мы так жили. Созидательный формат общества, где жизнь человека на первом месте, где мы сможем жить как одна большая дружная семья, где технологии будут нам в помощь, и мы сможем остановить климат. Ведь это единственный враг для всего человечества на сегодняшний день. И нет других врагов. Все мы на самом деле люди. Мы одна большая семья. А климат — это единственный наш враг. Мы не враги друг другу. Давайте построим созидательный формат общества. Спасибо. Я, честно говоря, очень поражена форумом. Мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в создании этого потрясающего, даже тяжело слово подобрать, события. Потому что все, начиная от технических моментов, заканчивая смысловыми, было настолько идеально подобрано. То, что было показано, сначала подвергает в шок реальности нашего потребительского формата. Но потом, когда было показано то общество, та перспектива, которая нас все ждет при построении созидательного общества, то все внутри кричало: да, я хочу. Я и правда хочу жить там. Я и правда хочу, чтобы каждый из нас смог испытать все блага созидательного общества, потому что это прекрасно. Жить в условиях, когда ты не обеспокоен выживанием, когда ты не обеспокоен ежедневной рутиной, когда вся техника, все технологии работают на то, чтобы ты смог наслаждаться жизнью, чтобы ты смог уделить внимание тем, кому ты любишь, тому, что ты любишь, чтобы ты смог быть полезен этому обществу. Это потрясающие перспективы. И я хочу жить в таком обществе. Я просто желаю этого каждому. И я очень хочу, чтобы никакие обстоятельства не останавливали нас от того, чтобы мы поделились информацией с каждым прохожим, с каждым человеком, с кем мы соприкасаемся. Потому что только действуя так в каждый момент, не ища идеального момента, мы сможем быстрее донести информацию до людей и построить созидательное общество. Спасибо.